Вот уже 28 лет ладская трагедия, кровоточащая рана в памяти народа Абхазии. В этот день страна вспоминает тех, кому враг не дал ни малейшего шанса на спасение. С самого утра люди несут цветы, игрушки и сладости к братской могиле в городе-герое Гудаута. Зажигают свечи в память о невинно убиенных. В этот день вся Абхазия скорбит вместе с семьями погибших. С момента страшной трагедии, произошедшей над высокогорным селом Лата, прошло более четверти века. Спасаясь от голода и холода, люди семьями летели из блокадного Тхварчала. Но враг был беспощаден даже к женщинам, детям и старикам. Все эти годы не стихает боль утраты, и время не лечит. Здесь очень много моих знакомых, очень много близких захоронены. В первую очередь здесь мамиды моих внуков. Вот только что рассказывали, говорили, вот сангулевцы, девочки. Вот. И еще здесь захоронены дети моего одноклассника. Он уже умер, Царство Небесное. Цурцумия, Реваза, дети, жена. Там 6 человек из 7 здесь вот захоронены тоже. Для нас на моем веку это самая величайшая трагедия. Невозможно передать ту боль и отчаяние, страх и ужас, которого испытали в тот злосчастный зимний вечер не только родственники погибших, но и весь народ Абхазии. И сколько бы лет ни прошло с момента страшной трагедии, этот день навеки останется днем памяти и скорби. Ой, мама, почему я живая до сих пор? Дочка моя с 2 детьми, единственная дочка. Моя сестра двоюродная с 2 своими детьми. Младшую я еще и даже не видела, мы не успели. Ехала к нам спасаться. Столько лет. Мои дети растут, и я сейчас думаю, девочки наши были бы вот, ровесницы почти были бы. Это больно, очень. Сын Азычкадва также был на борту сбитого вертолета. Мой сын погиб. 20 лет не было. А что делать? Не хотела, чтобы он сюда пришел. Не послушался. Он захотел сюда, чтобы в Гудауте мои братья Гурзис воюют. Я тоже пойду воевать. Выступавшие на митинге отмечали, что трагические события тех дней не сломили абхазский народ, а наоборот сплотили в борьбе с жестоким врагом, благодаря чему народ выстоял и победил. 14 декабря 1992 года останется в новейшей истории Абхазии одной из самых тяжелых и трагических дат, а память о жертвах ладской трагедии всегда будет жить в наших сердцах. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Адам Рджения, Абхазское телевидение.